Сегодня волонтерский корпус республики объединяет тысячи людей разных национальностей, общественных организаций. Это надежный тыл, который поддерживает наших бойцов, защищающих Родину в зоне специальной военной операции. Как сказал наш президент, фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Волонтеры Якутии трудятся не покладая рук, исключительно по зову души. Они, как никто другой, понимают, что сегодня каждый должен нести посильный вклад в достижение победы. Каждый день, по мере сил, это наш святой долг. Помогали, помогаем, будем помогать до полной победы. Наши волонтеры гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее. Они приняли активное участие в праздновании Дня России. Дорогие друзья, сегодня, в этот знаменательный, торжественный день, когда мы отмечаем наш главный государственный праздник День России, стоя на этой площади, мы прежде всего хотим поблагодарить и отдать дань уважения тем, кто стоял на создании нашего государства, кто стоит на его защите, и тем, кто сегодня трудится над его благополучием, развитием, экономической мощью и политической мощью. Сегодняшний день – это день, когда мы вспоминаем тех, кто своим трудом нас обучал, передавал нам бесценный опыт, предшествующие поколения, которые создавали мощь государства нашего российского. И, конечно, мы склоняем головы над памятью тех, кто отстоял нашу свободу, нашу независимость. И сегодня мы уверенной поступью идем в будущее с багажом знаний, опыта и наследия наших предков. Наша республика – это не просто субъект федерации, это особый край, это особая земля, где живут удивительные люди, где живут настоящие патриоты, россияне, которые отстаивали нашу великую страну во все времена. Вспомним героев Великой Отечественной войны в этот год 80-летия. Эти люди, эти герои, светлая память тем, кто пал, и почет и уважение, низкий поклон тем, кто сегодня здравствует и дальше напутствует новым поколениям, как надо любить свою Родину. Наша республика – край удивительных, талантливых, чутких, добрых, отзывчивых людей, которые в нашей многонациональной стране всегда занимали позицию единства, дружбы и совместных действий. Дорогие друзья, я желаю в этот день нам всем помнить, в какой стране мы живем. В самой лучшей, самой великой стране в мире. И в этот день, в День России, я хочу пожелать вам прежде всего крепкости духа, веру в нашу победу, счастья вашим семьям. Процветает наша земля, пусть крепнет наша великая Россия. С праздником! Вручение наград Российской Федерации и Республики Саха-Якутия за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, наградить медалью за отвагу Борисова Нюргуна Николаевича, младшего сержанта, командира стрелкового отделения. Государственной военной политики и вклад в социально-экономическое развитие республики наградить грамотой главы республики Саха-Якутия Симоненко Александра Владимировича, майора, начальника радиотехнического отдела средств автоматизации и обработки информации измерительного пункта войсковой части 14129.
Благодарственное письмо председателя правительства Республики Саха-Якутия Гулькову Александру Николаевичу, старшему лейтенанту, офицеру организационно-планового отдела измерительного пункта войсковой части 14129. Вручить благодарственное письмо председателя правительства Республики Саха-Якутия Подобиной Дарье Анатольевне, старшему лейтенанту, инженеру радиотехнического отдела средств автоматизации и обработки информации измерительного пункта войсковой части 14129. Дорогие якутяне, разрешите от имени Государственного собрания ЛТУМЭН Республики Саха-Якутия и от себя лично поздравить вас с одним из главных праздников нашей страны – Днем России. Сегодня мы гордимся богатейшей историей, уникальной культурой, вековыми традициями. Мы вспоминаем тех, кто своим трудом и отвагой создал и организовал нашу страну. Мы вспоминаем всех тех, кто отдал жизнь за наше процветающее будущее, за наших детей и внуков. Мы самая лучшая страна в мире. Поэтому нам есть чем гордиться, нам есть к чему стремиться, нам есть что беречь, что и делают сегодня наши земляки с другими россиянами в зоне СВО. Я еще раз всех поздравляю с этим замечательным днем. Здоровья, любви и благополучия. С праздником! Дорогие друзья, разрешите зачитать приветственное слово командующего Восточным военным округом. Дорогие друзья, от Военного совета и командования Восточным военным округом с глубоким уважением поздравляю вас с Днем России. Сегодня Республика Саха-Якутия отдает все свои силы и поддерживает боевую готовность нашего государства. Высокое чувство патриотизма жителей Якутии проявляется буквально во всем. 11 героев Российской Федерации – это ваши земляки. Сотни воинов проявляют доблесть и героизм на передовой. В Республике Саха-Якутия создано масштабное общественное движение, которое поддерживает и ведет всех нас к победе. Уверен, что и в дальнейшем мы продолжим масштабную работу во имя нашей великой Родины России. И выражаю всем огромную благодарность за тот неоценимый вклад, который вы вносите и приближаете нашу победу. Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Андрей Сергеевич Иванаев. 12 июня 2025 года. Дорогие друзья, впервые в Республике Саха-Якутия проходят Дни армейской культуры. И сегодня, в особенный день, сегодня состоится концерт 26-го военного оркестра штаба Восточного военного округа вместе с лучшими коллективами Республики Саха-Якутия. Мы благодарим Оргкомитет неармейской культуры и Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия и всех вас, дорогие друзья, что сегодня мы вместе. Вместе мы сила. Уважаемые участники торжественного мероприятия, дорогие горожане, сердечно поздравляю вас с Днем России. Этот праздник символизирует единство всех народов нашей многонациональной страны, основу ее силы и процветания.
В этот день мы испытываем особое чувство гордости за нашу Родину, нашу любимую Россию, ее многовековую историю и богатую культуру. В этот день мы вспоминаем и гордимся достижениями и подвигами наших великих предков, их великими победами. Мы чтим и помним имена героев прошлого и настоящего, кто своим подвигом приумножали величие нашего Отечества. В этот день мы приносим искренние слова благодарности и уважения нашим ветеранам, кто своим трудом заложил фундамент ускоренного развития нашей страны сегодня. В этот день я хочу передать искренние слова благодарности и глубокого уважения нашим участникам специальной военной операции, кто изо дня в день делают нашу страну сильнее. Я хочу поблагодарить всех жителей города Якутска, кто своим честным и упорным трудом вносит вклад в социально-экономическое развитие нашего города, республики и всей нашей большой страны. Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, процветания вам и вашим семьям. Пусть крепнет и укрепляется наша страна, пусть всегда будет триколор российский. С праздником, дорогие друзья! С Днем России! За добросовестный труд и вклад в развитие молодежной политики города Якутска. Знаком отличия за вклад в развитие молодежной политики города Якутска награждается Оконешникова Елена Михайловна, педагог-организатор Государственного Якутского индустриально-педагогического колледжа имени Владимира Михайловича Членова. За активную гражданскую позицию, значительный вклад в развитие волонтерского движения и социальной сферы по защите законных прав и интересов детей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, благодарственным письмом окружной администрации города Якутска вручается Далеру Абдусаламовичу Горохову, волонтеру волонтерской группы «Команда добра». Выдающиеся успехи и активное участие в мероприятиях Всероссийского детского юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» наградить юнармейцев Центра по подготовке юнармейцев Дом юнармии города Якутска знаком «Юнармейская доблесть второй степени». Юнармейца отряда городской патруль средней общеобразовательной школы номер 7 Попова Никиту Валерьевича. Юнармейца отряда городской патруль средней общеобразовательной школы номер 6 Исакова Эркина Валерьевича. Юнармейца отряда городской патруль Мархинской средней общеобразовательной школы номер 1 Потапова Антона Никитича. Наградить знаком «Юнармейская доблесть третьей степени» юнармейца отряда «Городской патруль» Мархинской средней общеобразовательной школы номер 1 Разакову Гюзель Муродовну. Юнармейца отряда «Городской патруль» средней общеобразовательной школы номер 3 Антонова Антона Витальевича. Городской патруль студента первого курса якутского филиала частного учреждения профессионального образования юридический политехнический колледж, полицейский колледж Николаева Адамира Хасановича. Юнармейца отряда Климаковцы средней общеобразовательной школы номер 24 Мейко Милену Игоревну. Юнармейца отряда городской патруль Мархинской средней общеобразовательной школы номер 1 Постникова Эркена Гаврилевича. Юнармейца отряда городской патруль средней общеобразовательной школы номер 6 Исакову Аину Валерьевну.
юнормийца отряда «Городской патруль» средней общеобразовательной школы номер 7 Деляеву Анну Юрьевну. Юнормийца отряда «Звезда» имени Корякина средней общеобразовательной школы номер 9 Васильева Сергея Андреевича. Юнормийца отряда «Отвага-10» средней общеобразовательной школы номер 10 Варварикова Александра Александровича. Юнормийца отряда «Доблесть» Центр образования Егорову Елену Кононову. Юнормийца отряда «Доблесть» средней общеобразовательной школы номер 15 Суюндюкову Арину Армановну. Главный штаб Всероссийского детского юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» с гордостью объявляет о победе Центра по подготовке юнормийцев «Дом Юнармии» при детском подростковом центре города Якутска во всероссийском смотре-конкурсе «Лучший дом юнармии» по итогам 2025 года. Это звание присуждается за выдающиеся достижения в военно-патриотическом воспитании молодежи. Наше движение организовано в 2023 году. Руководителем нашего движения является Марина Иннокентьевна Васильева и Сергей Ефимович Васильев. В нашем общественном движении в городе несколько филиалов. В городе более 300 волонтеров, зарегистрированных в нашем движении, распространены по всей республике. Очень много районов, во многих районах, Хандыге, в Ленске, и других, Вилюйске и в других районах. В городе Якутске у нас наши филиалы расположены в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия, на Орджоникидзе 10 и филиал на Дзержинского 62. Также наши филиалы есть в поселке Маган, Хатасы и Жатай.
Мы плетем маскировочные сети для наших солдат, ребят. Поставку наших материалов мы ведем через общественные движения, нам помогают. И наши сети доходят до передовой, имеем обратную связь. Ребята пишут, сети очень нужны, востребованы. Плетем по специальной технологии, которую разработал Сергей Ефимович Васильев, наш руководитель. И сети наши очень ценят, и ребята постоянно, очень много больших заказов, но у нас нехватка с материальными средствами. Средства материальные мы собираем на свои сборы, которые осуществляют в основном люди серебряного возраста, это пенсионеры. Ну и в нашем движении основной костяк – это наши пенсионеры, наши люди серебряного возраста, которые выросли в духе патриотизма и, находясь на пенсии, не перестают и поддерживают страну нашу и верят в победу. И наши волонтеры приходят как на работу с утра и до вечера, каждый день плетут, и это с 2023 года. Мы пожелаем нашим ребятам скорейшего окончания войны, чтобы все они вернулись здоровыми, чтобы все у них было хорошо. Мы их ждем, мы вместе. Пусть наши сети охраняют наших солдат, и все вернутся живыми и здоровыми. Мы надеемся, мы за мир. Пусть будет мир на земле. Ждем с победой. студенческого движения поздравляем вас с Днем России! Желаем мира во всем мире! Труд!
рассвета небо тронет. Распахнула Волга берега, льется солнце на твои просторы. С добрым утром, Родина моя. На земле мне нет роднее края, и куда б ни бросилась судьба, ни на что тебя не променяю. В моем сердце только ты одна. Россия, твое имя шепчут волны. Россия, вечно юная заря. Россия, колокольчик перезвонный. Всей душой люблю тебя. Россия, над тобой пусть светит солнце. Россия, за тебя всегда молюсь. Россия, в моем сердце отзовется. Бог храни святую Русь. Здесь мои родные папа, мама, и любовь, и верные друзья, и заветные мечты о главном, без которых мне прожить нельзя. Зачерпну воды сырой ладони, словно к детству снова прикоснусь, и теплом молитва сердце тронет. Бог храни тебя, святая Русь. Россия, твое имя шепчут волны. Россия, вечно юная заря. Россия, колокольчик перезвонный. Всей душой люблю тебя. Россия, над тобой пусть светит солнце. Россия, за тебя всегда молюсь. Россия, в моем сердце отзовется. Бог храни святую Русь. Бог храни святую Русь. Здравствуйте, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Хочется от лица всего Народного фронта вас поздравить с этим замечательным праздником, День России. Действительно, этот праздник, праздник объединения, который всех нас объединил вокруг нашего флага, вокруг нашего герба, вокруг нашего гимна. Но в России есть еще одна очень мощная объединяющаяся сила. Это наши добровольцы, это наши волонтеры. Это те люди, а их тысячи только в Якутии, которые, не жалея своего времени, не жалея своих средств, каждый день помогают нашим ребятам, которые защищают нашу Родину на специальной военной операции. Эти люди, которые, не жалея своего времени, по ночам плетут маскировочные сети, шьют костюмы. Эти люди, которые достойны, чтобы их обязательно отметили и наградили в такой прекрасный праздник, как День России. Тем более, что Владимир Владимирович Путин отметил, что это важная объединяющая сила, это те люди, которые помогают ковать победу в тылу.
И я хочу наградить Куликовского Владимира Дмитриевича нагрудным знаком «Народный фронт. Все для победы» за особый личный вклад в организацию гуманитарной помощи жителям новых регионов России, а также семьям участников специальной военной операции и самим участникам специальной военной операции. Этот человек отдал свой личный автомобиль в зону проведения специальной военной операции, автомобиль УАЗ, который по сей день выполняет боевые задачи. Спасибо вам, Владимир Дмитриевич. Гражданскую позицию, вклад в оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Благодарственное письмо администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия вручается Егоровой Елизавете Эдуардовне, журналисту национальной вещательной компании «Саха». Работы волонтерского движения «Добровольцы», за помощь российским бойцам на специальной военной операции и мирным жителям новых регионов России. Благодарственное письмо руководителя регионального отделения Народного фронта в Республике Саха-Якутия вручается Ирине Егоровне Спиридоновой. Благодарственное письмо Народного фронта в Республике Саха-Якутия вручается Молодежному совету Социального фонда России по Республике Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Нине Юрьевне Щеголевой. Нюргуяне Николаевне Поповой. Благодарственное письмо вручается Лидии Ивановне Любенец. Благодарственное письмо вручается Надежде Петровне Федоровой. Неоценимую службу в защите Отечества, за личный вклад и неоценимую помощь в осуществлении деятельности для оказания дополнительной помощи участникам специальной военной операции Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо оперативного штаба Единого координационного центра вручается Елизавете Ивановне Арбугиной. Регионального отделения Народного фронта вручается Анне Юрьевне Лобановой. Благодарственное письмо администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия вручается Марине Евгеньевне Герман, руководителю отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Сегодня мы выражаем всем руководителям, которые организовали большие волонтерские объединения и сплотили воедино большую армию волонтеров, общественников нашей республики, огромную сердечную благодарность. Аплодисменты всем волонтерским объединениям и общественникам нашей республики. В исполнении одной из самых активных волонтеров-добровольцев из Мумского улуса Анны Лобановой «Северный
танец. Hey,
Один за всех и все за одного. Такой простой закон для СВО. Бойцы воюют жизни не щадя, чтоб мирным небом было у меня. Смотрю на солнце, воздухом дыша, под мирным небом, но болит душа. А как же там десантник и сапер? Плетая сеть, вздохнул наш волонтер. Я волонтер, и этим я горжусь. Я волонтер, для армии тружусь. Болит душа за всех бойцов страны. Поддержка наша, армии нужны. Собрал подложкам помощь на несу. Не знаю многих, я бойцов спасу. Гуманитарный грузим наш конвой. Ты за солдат, страна, народ с тобой. Нам попрошайки кричат сгоряча, а мы для фронта все не для себя. Мы не в обиде, нам не до того. Бойцы там помощь ждут на СВО. Работая днем, даже ночью порой, ведем мы порой незримый свой бой. Собрали тушенку и левший готов. Накормим оденем мы наших бойцов. Я волонтер, и этим я горжусь. Я волонтер, для армии тружусь. Болит душа за всех бойцов страны. Поддержка наша, армии нужны. Собрал подложкам помощь нам несу. Не знаю многих, я бойцов спасу. Гуманитарный грузим наш конвой. Ты знай, солдат, страна, народ с тобой. Это не для тебя, что времени нет, денег нет, ни копья. Откроем тебе сейчас тайну свою. Мы тоже все люди, имеем семью. Работаем днем, ночью сети плетем. И даже, наверное, чуть-чуть устаем. Не видим детей, не тусим в кабаках. Судьба ведь страны сейчас в наших руках. Я волонтер, и этим я горжусь. Я волонтер, для армии тружусь. Болит душа за всех бойцов страны. Поддержка наша, армии нужны. Собрал подложкам помощь там несу. Не знаю многих, я бойцов спасу. Гуманитарный грузим наш конвой. Ты знай, солдат, страна, народ с тобой. Я волонтер, и этим я горжусь. Я волонтер, для армии тружусь. Болит душа за всех бойцов страны. Поддержка наша, армии нужны. Собрал подложкам помощь там несу. Не знаю многих, я бойцов спасу. Гуманитарный грузим наш конвой. Ты знай, солдат, страна, народ с тобой. Все мы разные, говорим на разных языках, поем свои народные песни. У нас разная вера, традиции, национальность, но объединяет всех нас великая страна Россия. Продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит
Я работаю на телевидении, национальной вещательной компании «Саха». И наша компания является 18-м филиалом волонтерского движения «Добровольцы». В стенах компании организовано плетение сетей. На сегодня мы сплели 148 сетей. Эти сети мы отправляем, сдаем в штаб и еще отправляем с семенными посылками. Именные посылки мы отправили на сегодня 80 штук. Это у нас получатели, родственники, коллеги и земляки. Каждая вот эта маскировочная сеть, каждая посылка – это наш вклад в общую победу. Гимн волонтеров – это, была идея, значит, чтобы у нас был свой гимн. И я занялась поисками в интернете и наткнулась вот такой гимн, но он был исполнен искусственным интеллектом. Вот, такого исполнения не было живого. Один из волонтеров связалась с автором этой песни, и мы взяли у него разрешение исполнить. Он нас благословил своим видеообращением, да, что он был рад, что вот мы взяли его песню и исполнили. Этот гимн очень подходит нашей цели, нашим задачам вот этого движения. Поэтому мы с радостью спели сегодня. Благотворительный концерт у нас был сначала на своей компании, мы организовали благотворительный концерт. Он был такой полноценный, это было там 20 номеров. Мы показали, это именно программная служба, именно организовал этот благотворительный концерт, и мы своими силами показали 20 номеров, полноценный концерт. После этого уже возникла идея, чтобы организовать благотворительный концерт для всего движения. И он у нас состоялся в Доме культуры Кулаковского, очень хорошо прошел. Финансовые вложения очень хорошо были сделаны, благотворительные, поэтому это было... Сначала, конечно, скептически к этому отнеслись, да, что, как мы, волонтеры, простые волонтеры, какой мы можем концерт создать, да? Но когда уже мы собрали вот эти творческие номера, оказывается, у нас очень много талантливых волонтеров, и тоже получился очень полноценный и красивый концерт. Мы планируем и дальше продолжать вот эту деятельность, благотворительные концерты. Ну и еще вот наша компания, она освещает волонтерскую деятельность добровольцев. Мы снимаем и по филиалам. Организовать филиалы волонтерских движений в организациях – это очень хорошая идея. Потому что даже вот 15-10 минут на то, чтобы 1-2 ленты вплести, это не так много занимает времени. Но тогда лента за лентой и получается сеть. Поэтому, пожалуйста, организуйте у себя в организациях, на предприятиях, чтобы все вместе мы шли к этой победе. Родина – это прежде всего люди. Это то, что нас объединяет, наша большая страна многомиллионная. И то, что мы вместе можем делать и помогать друг другу, несмотря на расстояние. И мы, молодежка Республики Саха-Якутия, молодежка Народного фронта Республики Саха-Якутия, доказываем это, помогая нашим бойцам и в Курской, и в Донецкой, Луганской, Запорожской республиках. Выезжаем, помогаем. Вот что такое, прежде всего, Родина. Конечно же, каждый из нас – это патриот своей Родины, и в этот день мы это доказываем. Мы участвуем прежде всего в гуманитарной миссии. Это выезды непосредственно в пункты, так называемые склады гуманитарной миссии, где организуем сбор гуманитарной помощи, продуктовые наборы, собираем различные защиты на автомобиле, так называемые мангалы. То есть это все то, с чем ребята обращаются к нам, мы находим моменты, приезжаем, помогаем. То есть это и вот в Курской области наши ребята, медики, девочки, которые... У нас просто есть активисты, которые являются медиками. И они вместе ассистировали врачам в военных госпиталях. То есть это огромный вклад. Здесь, в регионе, мы помогаем семьям участников СВО, малоимущим, многодетным, всем, кому нужна помощь. К нам приходят заявки различные. Отрабатываем также обращения на прямую линию президента. То есть это все то, что нас окружает. То есть люди с различными своими историями, проблемами. Мы стараемся включиться в них в полном размере, несмотря даже на наши выходные, праздничные дни. Мы всегда та организация, та общественная организация России. Поэтому мы команда Путина, президентская команда, которая помогает, несмотря ни на что. Молодежки по всей стране более 80 тысяч человек. То есть в Якутии нас около 100, то есть это по разным городам. Это Нерюнгри, Алдан, Якутск,
Алекмикс. То есть вот здесь мы выезжаем, то есть это группы, которые просто вот поступает заявка, мы взаимодействуем с фондом «Защитники Отечества», с различными, вот, социальный фонд. Вот, нам приходят различные заявки, либо отовсюду. Просто даже где-то бойцы просто вот приходят, говорят: слушайте, я уезжаю, можете помочь моей семье? Мы такие: да, конечно же, приедем, поможем. Звонит отец, у него 3 сыновей на СВО, нужно помочь перенести там доски, мы идем и носимся. То есть это, несмотря на стужу, холод, нам все равно. То есть мы приезжаем, помогаем. То есть этим мы и доказываем свою любовь к родине, ну и, конечно же, в том, что мы не безразличны к жизням каждого из граждан нашей страны. День России для меня – это та страна, в которой я живу, и я, как житель России, должна помочь поддержать наших бойцов в трудную минуту, когда они там, мы здесь, тыл должен помогать. Я хожу в волонтерское движение «Добровольцы». Мы плетем сети, у нас несколько филиалов, по всем филиалам работа кипит. Наши волонтеры ходят, мы еще помимо этого шьем, отправляем на фронт. И парни приходят, у нас в штабе забирают. Мы контролируем, бойцы, когда получают, нам отправляют видео или сообщение, что они получили все, что мы отправили. Мы с ними держим связь. Волонтеры сами к нам приходят. Знакомые, коллеги приходят сами. Те, которые поддерживают наших бойцов, они приходят. И потом те, которые бойцы отправляются новые, они, родные, тоже присоединяются к нам. Мы также призываем людей, чтобы они не оставались в стороне, пришли и помогали волонтерскому движению. Я очень хочу, чтобы быстрее вот это СВО закончилось. И чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Мы за это стараемся, мы для них сети плетем, одежду шьем, обмундирование. День России – это на патриотизм, чтобы поддержать наших ребят, наших патриотов, нашей России. Поздравить сегодня все наши филиалы с нашего волонтерского движения «Добровольцы». У нас 57 филиалов по республике. И не только. У нас также филиалы есть в Белгороде и сейчас открывается в Ростове. Мы сегодня привезли, что мы производим, швейные цеха нашего волонтерского движения, также маскировочные сети. Также мы собираем гуманитарную помощь. Это эвакуационные группы, медикаменты и оптику тоже также ребятам помогаем по заявке. Чтобы как можно быстрее все это закончилось, вернулись и живыми, и здоровыми. Как можно быстрее, чтобы вернулись. Чтобы Якутия поддерживала наших воинов, чтобы люди не оставались в стороне, чтобы все принимали участие в этом. Чтобы нам не было стыдно, когда ребята вернутся, чтобы посмотреть им в глаза, что мы что-то делали, принимали в этом участие.